720 ученических мест, учебные классы, столовая, спортзал, лаборатории, мастерские, компьютерные классы, мини-цеха и другие кабинеты. В скором времени новая школа порадует жителей Икажева. Учебного заведения такого размаха в селе еще не было. К строительству объекта приступили в сентябре 2020 года. Сейчас школа полностью готова. На сегодняшний день завершены работы все, то есть все строительно-монтажные работы, все оборудование, которое было в проектно-сметной документации, завезено в этой школе, и она уже готова к сдаче в эксплуатацию. Особая гордость проектировщиков – фасад школы. В качестве материалов строители использовали современный композит. На прилегающей территории предусмотрены игровые и спортивные площадки. На территории школы созданы все условия не только для учебы, но и для развлечений и занятий спортом. Вся территория прилегающая благоустроена. На территории имеются детские площадки, также имеются спортивные площадки, мини-поле, баскетбольное поле и большое поле. Новая школа строится по нацпроекту образования и входит в федеральный проект «Современная школа». Его главная цель – ликвидация трехсменки и формирование качественного образования в этом и других селах. Для Икажева это особенно актуально. В учебных заведениях селения не хватает мест. Строительство – это была необходимость, учитывая, что население сельского поселения Икажева – это около 30 тысяч населения, и школьного возраста более 10 тысяч детей. Необходимость, она уже назрела. И данная школа действительно построена вовремя и сделает большую разгрузку напряженности в других школах. В настоящее время здесь, после того, как будет проведен мониторинг, анализ улиц и детей школьного возраста, проживающих на этих улицах, мы сделаем соответствующие выводы, куда и какой школе их перезакрепить, чтобы в процентном отношении, чтобы они не превышали допустимую норму. Администрация селения следила за ходом строительства на протяжении всего времени. Качеством работ остались довольны. Контроль за строительством школы осуществлялся на постоянной основе как районной администрации, так и сельской администрации. Вот, например, один из классов, где мы сейчас находимся, соответствует всем нормативам и условиям для обучения детей. Светлый, обустроено соответствующим оборудованием, освещенность соответствует, размеры здания, парты, учебные пособия. И, в общем, все замечания, которые возникали при ходе мониторинга и обследования территорий на выявление дефектов, строителями устранялись вовремя и качественно. В новом здании помимо обучения наукам будет чем себя занять. К примеру, в классе технологии, где есть все для обработки древесины и металла. Для любителей музыки и сцены есть огромный актовый зал со всем необходимым музыкальным оборудованием. Спортсмены оценят новый стадион и большой спортзал со снарядами, кольцами для баскетбола и воротами для мини-футбола. Будущий директор школы Хава Муталиева считает, что новая школа позволит повысить качество обучения учеников благодаря современному оборудованию и хорошему педсоставу. Современная, очень оснащенная школа. Есть все необходимые условия для детей, чтобы учиться в дальнейшем хорошо. Идет набор педагогического состава, есть хорошие кадры у нас. Надеюсь, что работа у нас в дальнейшем будет на отлично. Ввод школы в эксплуатацию – еще один шаг к ликвидации двухсменного образования в школах села. Школа номер 6 уже полностью готова, осталось только дождаться открытия. Идрис Ижиев, Мухаммад Даскиев, Новости 24.